Матч разыгран, игра началась. В финале первого дивизиона среди женщин команды Москвы и Санкт-Петербурга. Это флорбол в формате, специально разработанном для людей с ментальными особенностями. Флорбол – разновидность хоккея, но игрокам не нужны ни лед, ни коньки, ни дорогостоящая амуниция. Достаточно клюшки и мяча. Здесь он вот такой полый и легкий. И играть можно в любом спортивном зале. Поскольку ворота низкие, вратарь на коленях и ловит мяч руками. На воротах москвичей Ольга Афанасьева уже 9 лет занимается этим видом спорта. Сегодня у ее команды золото. Команда дружная, коллектив хороший, такая хорошая команда у меня. Всегда поддерживают. Со спортом что поменялось в вашей жизни? Ну ничего, просто выше стала, думать начала, соображать начала, все, и свои ошибки замечаю. О важности спецолимпиады говорит и первый вице-президент Олимпийского комитета страны. Он сегодня посетил несколько объектов: спорткомплекс «Тулпар», центр бокса и Поволжский университет физкультуры. В общем-то, это гуманитарный проект, и эти ребята, у них нет возможности каждый день тренироваться, проводить турниры. Для них это вызов показать себя и показать то, что нет ограничений по здоровью у любого ребенка. Нужно создать условия для них. Поэтому я хочу поблагодарить нашу Федерацию специальной олимпиады, Татарстан, город Казань за организацию этого соревнования. Это уже настольный теннис. Всего на играх 18 видов спорта. Они объединили более 1500 ребят. Спорт – это движение, это, это как его, победы, вот такой вот, завоевываешь победы, интересно, друзей много находишь. Поэтому из-за этого спорт он соединяет людей. Первое место. Золотые медали. Сегодня игры завершаются, а уже завтра спортсмены разъедутся по домам. Лена Зинатульна, Адель Миндубаев, Данил Филатов, ТНВ, Казань.